Здравствуйте! Тема сегодняшнего урока – беспилотный автомобиль, искусственный интеллект и рабочие места. Беспилотный автомобиль, также робомобиль – это транспортное средство, оборудованное системой автоматического управления, которое может безопасно передвигаться без участия человека. На слайде вы можете видеть беспилотный автомобиль от Яндекс, который проходит проверку в Москве. Автомобиль компании Waymo проходит тестирование в Сан-Франциско. Беспилотные автомобили способны передвигаться самостоятельно благодаря специальному программному обеспечению и сенсорам. ПО управляет работой всех систем автомобиля, поворачиванием руля, сменой передач, газом и тормозом. Датчики собирают информацию об окружающей обстановке, которая ложится в основу действий автомобиля. Обычно устанавливаемые датчики – лидары, дальномер оптического распознавания, радары, камеры, система глобального позиционирования, GPS, ГЛОНАСС, датчики одометрии, гидростабилизатор. Программное обеспечение беспилотного автомобиля может включать машинное зрение и нейросети. Некоторые системы полагаются на инфраструктурные системы, например, встроенные в дорогу или около нее, но более продвинутые технологии способны передвигаться автономно в тех же условиях, что и человек, принимая решения об изменении положения руля и скорости на основе данных с сенсоров. Технологии. В современных беспилотных автомобилях используются алгоритмы на основе Байесовского метода одновременной локализации и построения карт SLAM – Simultaneous Localization and Mapping. Суть работы алгоритмов состоит в комбинировании данных с датчиков автомобиля и данных карт офлайн. SLAM и метод обнаружения и отслеживания движущихся объектов DATMO – Detection and Tracking of Moving Objects разработаны и применяются в автомобилях дочерней компании Google Waymo. Google судилась с Uber по поводу воровства последней технологии у Google. Тем не менее, с 2017 года Google выложила библиотеку SLAM в открытый доступ для бесплатного использования любой сторонней компанией. Преимущества и недостатки. Экономические преимущества. Кардинальная минимизация ДТП и практически полное исключение человеческих жертв. Отсюда значительное снижение расходов на страхование и медицину быстрого реагирования. Снижение стоимости транспортировки грузов и людей за счет экономии на заработной плате и времени отдыха водителей, а также экономии топлива. Снижение потребностей в индивидуальных автомобилях за счет развития сервисов роботакси. Повышение эффективности использования дорог за счет полного соблюдения автономными автомобилями правил дорожного движения при массовом выходе беспилотных автомобилей на дороги. Постепенное изменение на рынке труда. Плавный уход рутинных профессий – водитель такси, дальнобойщик и появление новых, связанных с разработкой и обслуживанием автономного транспорта. Социальные преимущества – возможность самостоятельно перемещаться на роботизированном автомобиле для людей без водительских прав, возможно, включая несовершеннолетних. Экономия времени, ныне затрачиваемого на управление транспортным средством, позволяет заняться более важными делами, например, приступить к работе за компьютером уже во время поездки в автомобиле или отдохнуть, прочие преимущества. Перевозка грузов в опасных зонах во время природных и техногенных катастроф или военных действий. В более отдаленной перспективе снижение глобальной экологической нагрузки как за счет количественной оптимизации парка автомобилей, так и за счет более широкого использования для их передвижения альтернативных видов энергии. Но и недостатки. Утрата возможности самостоятельного вождения автомобиля.
Возможно, для любителей непосредственного вождения автомобиля будут выделяться специальные дороги с дополнительными мерами по обеспечению безопасности по типу нынешних автомотогоночных трасс, но отделенные от общей сети дорог для передвижения автономных автомобилей. Отсутствие опыта вождения у водителей в критической ситуации. Ну и давайте поговорим об уровнях автономности. Классификация автоматизации автомобилей разработана сообществом автомобильных инженеров и содержит 6 уровней. Уровень нулевой. Никакой автоматизации, водитель выполняет всю работу. Уровень номер 1. Hands-on. Помощь водителю. Водитель и система вместе управляют автомобилем. Пример: водитель рулит, а система регулирует мощность двигателя, сохраняя заданную скорость, или регулирует мощность двигателя и управляет тормозом, сохраняя заданную скорость, а при необходимости снижая, чтобы соблюдать дистанцию. Другим примером является автоматическая парковка, когда скорость определяется водителем, а руление автоматическое. Уровень 2. Hands-off – частичная автоматизация. Система полностью управляет автомобилем, осуществляя ускорение, торможение и рулежку. Водитель следит за ездой и готов вмешаться в любой момент, если система не может правильно отреагировать. Несмотря на название hands-off, такие системы часто требуют от водителя держать руки на руле как подтверждение готовности вмешаться. Уровень 3. Eyes-off – условная автоматизация. От водителя не требуется немедленной реакции. Он может, например, писать сообщение или смотреть фильм. Система сама реагирует на ситуации, требующие немедленных действий, таких как экстренное торможение. От водителя требуется готовность вмешаться в течение какого-то ограниченного времени, определенного производителем. 4 уровень – Mind-off – широкая автоматизация. Отличается от уровня 3 тем, что от водителя не требуется постоянного внимания. Например, он может лечь спать или покинуть место водителя. Полностью автоматическое вождение осуществляется лишь в некоторых пространственных областях или в некоторых ситуациях, например, в пробках. Вне таких мест или ситуаций система способна прекратить вождение и припарковать машину, если водитель не взял управление на себя. Уровень 5. Steering wheel optional. Полная автоматизация. Никакого человеческого вмешательства не требуется. Тестирование. Тестирование беспилотных автомобилей происходит в различных режимах, которые можно разделить на 3 основные группы. Тестирование алгоритмов в виртуальном симуляторе. Тестирование на закрытых треках и полигонах. Тестирование на дорогах общего пользования. Виртуальная симуляция является первым этапом для проверки обновлений системы беспилотного управления. Тестирование в симуляторе обходится компаниям дешевле, чем другие типы тестирования с использованием настоящих автомобилей и водителей. Некоторые компании, например, Aurora, основную часть тестирования проводят в виртуальной среде. В то же время большая часть индустрии сходится во мнении, что симуляторное тестирование не стоит переоценивать. В числе причин они указывают на невозможность воссоздания в лабораторных условиях всего многообразия дорожных и погодных ситуаций, с которыми беспилотный автомобиль может столкнуться на дороге, что может быть не так важно в начале разработки. При работе над базовыми сценариями, но становится жизненно необходимо на финальных стадиях. Также симуляцию нельзя использовать для проверки конструкторских решений, работы сенсоров и взаимодействия системы автопилота с блоками управления автомобиля. Тестирование на закрытой территории. Беспилотные автомобили проходят перед тем, как выйти на дороги общего пользования. Полигон позволяет протестировать то, что невозможно проверить в симуляторе: работу сенсоров, качество сборки автомобиля, а также отработать базовые дорожные сценарии. Также на полигонах могут проходить подготовку будущие водители беспилотных автомобилей.
Тестирование на дорогах общего пользования – самый важный этап для развития технологии. Именно в таких условиях беспилотные автомобили сталкиваются со всем разнообразием дорожных ситуаций, которые сложно воссоздать в симуляторе или на полигоне. В частности, это касается взаимодействия с пешеходами, велосипедистами и другими водителями на дорогах, чье поведение не всегда строго соответствует правилам дорожного движения. В подавляющем большинстве случаев во время тестирования на дорогах общего пользования за рулем беспилотного автомобиля находится инженер-испытатель. Это связано в том числе и с регулированием отрасли. На данный момент движение беспилотных автомобилей полностью в автономном режиме без водителя в салоне разрешено в нескольких штатах США. Для того, чтобы начать тестирование в полностью автономном режиме, компании требуется пройти ряд процедур для получения разрешения. Однако наличие разрешения не означает, что компания им пользуется. Так, Waymo получили разрешение на движение пустых автомобилей по дорогам Калифорнии в июле 2019 года, но пока им не воспользовались. В зависимости от локального законодательства компании могут быть обязаны делиться с регуляторами данными о ходе тестирования. Так, компании, проводящие тестирование на дорогах штата Калифорния, обязаны раз в квартал сообщать Калифорнийской автоинспекции о том, сколько автомобилей участвуют в тестировании, сколько километров они проехали в автономном режиме, а также как часто инженеру-испытателю требовалось вмешиваться в управление. Раз в год Дорожное управление Калифорнии публикует эти данные в открытом доступе. Так как данные отчеты являются одним из немногих источников данных о ходе тестирования беспилотных автомобилей, пресса и общественность уделяют им много внимания, зачастую сравнивая компании между собой. Основной метрикой для сравнения является частота вмешательств. Существует мнение, что она является основным показателем уровня технологии. Чем реже человеку приходится помогать автомобилю, тем лучше система автономного управления. Однако компании, разрабатывающие технологию, не соглашаются с таким подходом. Основные аргументы против использования частоты вмешательств для сравнения следующие. Разные компании тестируют свои технологии в разных условиях. Беспилотные автомобили, успешно справляющиеся с движением по шоссе или в пригороде, совершенно не обязательно так же хорошо справятся со сложными условиями. То же самое относится к разным климатическим условиям. Дорожное управление Калифорнии требует сообщать только о критически важных вмешательствах. При этом не дает точного определения, что считать критически важным вмешательством. Поэтому у компаний могут быть разные подходы к тому, о каких вмешательствах отчитываться, а о каких нет. Конкретно на территории Калифорнии некоторые компании проводят в основном R&D-тестирование, во время которых частота вмешательств будет неизбежно выше, чем в локациях, где эти же компании используют финальные версии своих систем, например, в сервисах роботакси. Частота вмешательств не может использоваться как единственная метрика для оценки качества. Необходимо также учитывать комфорт движения для пассажира, общую скорость движения. Беспилотный автомобиль не должен преодолевать маршрут значительно медленнее человека, а также другие метрики. На данный момент одним из способов оценить готовность технологии являются примеры ее применения для бизнеса, в частности в сервисах роботакси. Дополнительным способом оценки может являться степень участия человека в управлении автомобилем роботакси. Водитель находится непосредственно за рулем, с мгновенным доступом к органам управления автомобилем. Водитель находится в салоне, но не за рулем и имеет только возможность экстренного торможения. Водителя в салоне нет, возможность оперативного вмешательства в управление отсутствует. Если системе потребуется помощь человека, управление автомобилем может осуществляться удаленно. На данный момент публично доступные сервисы роботакси есть у следующих компаний. Waymo. На части маршрутов водитель в салоне отсутствует.
Яндекс – водитель на пассажирском сидении, в остальных – водитель за рулем. Baidu, Aptiv, Pony AI, AutoX, WeRide. Ну и про историю. Автономные автомобили NavLab 1, крайний слева, разрабатывался с 1984 по 1986 года. NavLab 5, крайний справа, законченный в 1995 году, стал первым автомобилем, который автономно проехал от одного побережья США до другого. Эксперименты начались примерно с 1920-х годов, обещая создание беспилотных автомобилей уже в 50-х. Первые прототипы беспилотных автомобилей появились в 80-х годах. В 1984 году проект NavLab ALM и в 1987 году проект Mercedes-Benz и Eureka Prometheus Project от Военного университета Мюнхена. Толчок развитию направления дала серия технологических конкурсов DARPA Grand Challenge, соревнования автомобилей-роботов, финансируемые правительством США, целью которых было создание полностью автономных транспортных средств. Впервые состязания прошли в 2004 году. За победу предполагался приз в $1 миллион. Победитель не был определен. Ни одна из 15 команд не преодолела маршрут. Однако многие участники этого соревнования продолжили развивать карьеру в направлении беспилотного транспорта. Например, Крис Урмсон стал одним из лидеров проекта беспилотных автомобилей Google, а позже основал собственную компанию Aurora, которая также занимается разработкой технологий автономного вождения. Ну и коммерческие проекты в настоящее время. В настоящее время автономные автомобили таких компаний, как Waymo, Aptiv, Baidu, General Motors Cruise, Яндекс и ряда других уже тестируются на дорогах общего пользования. В США, России и Китае в некоторых городах работают сервисы роботакси, доступные для обычных пользователей. Разработками продуктов для массового рынка также занимаются Tesla, Volkswagen, Audi, BMW, Volvo, Nissan, Jaguar Land Rover, Cognitive Technologies, КамАЗ и другие. Также есть несколько крупных программ по разработке беспилотного автомобиля, включая программу Европейской комиссии с бюджетом в 800 миллионов евро, программу To Get There в Нидерландах, исследовательскую программу Argo в Италии, соревнования DARPA Grand Challenge в США. Первая смерть от беспилотного автомобиля. Первым человеком, погибшим от беспилотного автомобиля, стала Элейн Херцберг. Она была сбита в марте 2018 года в городе Тампа, штат Аризона, автомобилем Uber на базе внедорожника Volvo XC90. В салоне на момент происшествия находился водитель, но транспортное средство функционировало в режиме автопилота. Херцберг пересекала автостраду в неположенном месте в условиях плохой освещенности, при этом толкая велосипед перед собой и несмотря на дорогу. Предварительное расследование показало, что автомобиль распознал препятствие сначала как неопознанный объект, потом как велосипедиста и затем как автомобиль, но не предпринял никаких действий, так как в программное обеспечение был заложен слишком высокий порог распознавания опасных объектов с целью отсеивания ложноположительных срабатываний. Позднее из отчета Национального совета по безопасности на транспорте США стало известно, что за 1,3 секунды до столкновения машина смогла определить, что необходимо использовать аварийные тормоза, однако сделать этого не удалось. Данная система была отключена инженерами Uber с целью избежать конфликтов управления. При этом водитель, который сидел в автомобиле на случай непредвиденных ситуаций, отвлекся от дороги, запустил в смартфоне сервис Hulu и нажал на педаль тормоза уже после столкновения. Сообщение об аварии в Твиттере полиции Тампы. По итогам расследования Национального совета по безопасности на транспорте США
Непосредственной причиной инцидента были признаны действия водителя Uber, который не следил за происходящим на дороге и не успел вовремя отреагировать на появление пешехода. Беспилотный транспорт не уничтожает, а создает рабочие места, но риск все равно есть. Перспектива повсеместного внедрения беспилотного транспорта пугает людей. Один из главных страхов – рабочих мест станет меньше, а некоторые профессии вовсе исчезнут. Зачем нужны таксисты, если можно заказать через приложение беспилотное такси, которое молча довезет до точки назначения? Зачем эксплуатировать труд дальнобойщиков, которые месяцами не видят ничего, кроме дороги, если есть автономные грузовики? С точки зрения прогресса на эти вопросы есть простой ответ – незачем. Но кроме прогресса есть еще люди, которые могут потерять работу. Беспилотные технологии – не полная замена человеку, а только помощник. В некоторых сферах беспилотные технологии не смогут заменить человека полностью. Самый яркий пример – автопилоты в гражданской авиации. Это самые совершенные автономные системы, которые есть сейчас. Но пилоты все равно нужны для контроля работы оборудования, принятия решений в экстренных ситуациях и сложных маневров. И на этом наш сегодняшний урок подошел к концу. Спасибо за внимание. До встречи на следующих уроках.